Здравствуйте, уважаемые журналисты. Хотелось бы отметить, что 18 мая у нас был принят закон об органическом сельском хозяйстве, который вступит в юридическую силу, это 18 ноября, то есть через 6 месяцев после принятия. И в настоящий момент уже начались работы по разработке подзаконных актов для полного вступления данного закона. Это в настоящий момент разрабатывается положение о порядке перехода с традиционного на органическое сельское хозяйство, о порядке ведения реестра сельскохозяйственных производителей, о порядке сертификации, маркировки, упаковки органического сельского продукции. То есть я бы хотела отметить, что переход к органическому сельскому хозяйству для нашей страны очень важно в части качественной продукции, в части развития туризма, в части продвижения на экспорт наших сельхозпродукций и конкуренции на мировом рынке. Данная сертификация будет проводиться на добровольной основе. Также на настоящий момент можно отметить, что в нашей стране существует где-то 3-4 сельхозорганизации, которые сертифицированы по международным стандартам. Но необходимо отметить, что почему важно нам еще разработать наш свой внутренний кыргызский органический стандарт. Это для того, чтобы в первую очередь обеспечить качественной продукцией наших жителей, населения нашей страны, поскольку международная сертификация на сегодняшний день обходится очень дорого, и переход к международной стандартизации будет легче, поскольку сперва внедрение нашего кыргызского стандарта, первый этап будет проводиться, второй этап уже, если захотят наши сельхозпроизводители выйти на мировой рынок, то уже переход на международный стандарт будет производиться легко. Также необходимо отметить, что органические стандарты у разных стран разные. Европейские есть стандарты, азиатские, у каждой страны есть свои требования. Но наш органический стандарт будет, мы думаем, соответствовать всем лучшим сторонам международных стандартов. Мы хотим внедрить туда все необходимые требования, которые нужны для перехода к международным стандартам.